Автор книги Екатерина Биби рассказывает, что сама идея написания появилась еще при его жизни. И только после его смерти при поддержке родных и близких Сергея Васильевича решено было написать и выпустить саму книгу. Сергей Васильевич Багапш ярый псынтазги изнаком как очередь как изыскхан яра теледыратарапаги захкхан. Аштах ярый пстазара даналз хымпадазграб хергылан яра итаатши юзчи гарза захарала ашкойра напасыркой. Все мельчайшие моменты детства, жизни и деятельности, важные истории и самое главное, все, что осталось после, Екатерина Биби раскрыла в одной книге. Люди делились воспоминаниями, связанными с жизнью второго президента Абхазии, стараясь не пропустить мельчайшие моменты, описывая каждое событие детально. Автор также заполнила книгу разными фотографиями. 29 мая, день смерти Сергея Васильевича Багапши, Екатерина Биби спустя 6 лет вспоминает с дрожью в голосе. Она много рассказывала о том, как народ плакал и провожал всеми любимого второго президента Абхазии Сергея Багапш. Человечность – главная черта, которой обладал Сергей Васильевич. И это то, что не проявляется в каждом, считает автор книги. Аха нас яра ипстазара даналц аштахьа ауажәлара иҟарҵоз адышшыларақәеи агәалашәарақәеи интернет инырҵоз убырҭ зегьы ииаҳгеит ашәҟәахьы. Изначально написание книги вызвало у него немало трудностей, но уже с 2011 года, после своей поездки в Турцию, автор книги рассказывает, что все кардинально изменилось. В Турции ее идею поддержали многие и даже предложили выпустить книгу у них, но от этого предложения она отказалась. Уже через 3 месяца книга выйдет в свет, и прочитать ее смогут все желающие. С большой благодарностью автор книги отзывается о каждом, кто встал рядом и поддержал ее. Писать и издавать книгу о великом человеке, чье имя никогда не будет забыто. Большая гордость, отметила Екатерина Биби. Аманда Поня, Беслана Джинджал, Абхазское телевидение.